По результатам любой выставки определяются самые лучшие участники. Им вручаются дипломы и памятные подарки. Вообще, если говорить о наградах, в республике уже давно укоренилась добрая традиция отмечать лучших по профессии. Делается это регулярно и на самом высоком уровне. В пятницу в Доме республики чествовали, как сказали бы в былые годы, передовиков производства. 66 человек удостоились орденов, званий, заслуженных работников и почетных дипломов. По традиции государственные знаки отличия вручал президент Башкортостана. Традиционно первыми вручались награды федерального значения. 5 человек удостоилось ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Среди них директор Уфимской теплоцентрали. Как подчеркнул президент, энергетики достойны всяческих похвал. Перебоев со светом, как и отключения тепла, в республике нет. Про Башкирэнерго много можно говорить, но хвалить только можно. Пока таких вещей, как в других регионах, там тепла нет, воды нет, другого нет, по-моему, и по тарифам у нас намного ниже, да? Хотя, конечно, проблемы есть. Еще несколько человек с этого дня будут официально считаться заслуженными работниками сельского хозяйства, нефтегазовой промышленности и энергетики России. Соответствующие указы подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Вот то, что наш университет по России занимает 10-е место уже в течение последних 5 лет. И это фактически первое и второе место после московских и питерских вузов. Здесь, конечно, огромный вклад ваш личный. И в образовании, и в здравоохранении. Сегодняшние награды – это как раз вот тому пример. Над этой наградой работало много иглинцев. Вам большое спасибо. Вот то, что семинар у нас проводился, люди приехали, увидели, что значит, на местах доярки, скотники, значит, дают очень хорошую оценку нашей сельскохозяйственной политики. Вас благодарят за то, что вы сохранили рабочие места и постоянно заботитесь, следите за заработной платой. Заслуги парламентариев перед республикой также не остались без внимания. Законодательная база Башкортостана считается одной из современных и полных в стране. Перенимать опыт госсобрания Курултая часто приезжают члены федерального собрания обеих палат. В связи с чем руководителю секретариата вручен орден Салавата Юлаева. К нам приезжают и законодатели с других субъектов, приезжают к нам и Государственную Думу, Советы Федерации, изучают наш опыт. Депутаты Госсобрания и работники секретариата очень благодарны вам за такое доброе и теплое отношение к нашей работе. Вы участвуете практически во всех заседаниях. Такой же награду удостоился и министр имущественных отношений. Президент отметил значительный вклад в развитие Зианчуринского района и города Сибай, где в свое время проработал Раиль Сарбаев. Действительно, наверное, один из регионов, где собственность сохранена в руках Республики Башкортостан. Благодаря тому, что наш президент, будем говорить, каких-либо таких резких движений не делает и, соответственно, плавно ведет свою работу. По налогам, неналоговым доходам мы занимаем сегодня 3-е место после Москвы и Санкт-Петербурга. У нас общая сумма по прошлому году составила более 14 миллиардов. Заслуги 13 человек отмечены почетными грамотами Башкортостана. Награжденные совершенно разные по профессии, социальному статусу и возрасту. Сотрудники Федеральной службы безопасности сидели рядом с работниками детских садов, а врачи знакомились со строителями. Муртаза Гвайдолович, большое спасибо за мудрую национальную политику. Я уверен в завтрашнем дне, надеюсь, и каждый из нас уверен в этом же. Уважаемый Муртаза, на самом деле вам огромное спасибо. Благодаря вам сегодня республика процветает и динамично развивается. Вот мы граничим 3 районами Оренбургской области. Это Тюльганский район, Октябрьский, Шарлыкский. Мы видим, как люди там трудятся, как живут. Поэтому то, что вы сейчас перечислили, на самом деле, это благодаря вам. Высоких наград удостоились и работники культуры. Этой немаловажной сфере общественной жизни руководство республики уделяет большое внимание. В частности, речь идет о строительстве новых объектов культуры, поддержке работников отрасли и создании достойных условий для творчества. А нашу Башкирию знают далеко за пределами нашей республики. Только что приехали с конкурса в январе месяце, с международного конкурса в Новосибирске, где Аксенов Никита занял 1-е место. А этому баянисту всего исполнилось лишь 7 лет. В области образования, науки, искусства и культуры испытывают постоянное внимание и заботу со стороны руководства Республики Башкортостан. Наш вуз Академия искусств находится на стыке вот этих всех областей: образования, наука, искусство, культура. И мы очень хорошо поэтому чувствуем это на себе.
Вокалист Башкирского театра оперы и балета Владимир Копытов, который также удостоился высокой награды, здесь же в зале продемонстрировал свой талант присутствующим. Ах ты, степь широкая! Это награда, это крылья. Для творческого человека это, конечно, все время какой-то нужен стимул. В числе награжденных и водители предприятий Башавтотранса и Востокнефтезавод «Монтаж». Машин много, это вы сказали же. Я не повторяюсь, просто машин сейчас очень много. Люди живут богато. Все хотят ездить на своих машинах. Но нам, конечно, общественный транспорт это мешает. Вчера я, если так говорить, простоял. Не я один. Столько машин, это столько мы денег тратим, столько мы солярки там жгем. По достоинству руководством республики оценен труд работников народного образования. Несколько педагогов удостоились званий «Заслуженный учитель Башкортостана». Сельские преподаватели поблагодарили президента за всемирное содействие и поддержку. На сегодняшний день в республике каждый учебный год распахивает свои двери свыше 40 школ, укомплектованные всем необходимым оборудованием. Уважаемый Муртаза Губайдулович, сегодня среди награждаемых много учителей, преподавателей из вузов и вузов республики, работников образования. Это говорит, еще раз подтверждает то, что не только финансовая, материальная помощь оказывается системе образования, ее работникам, но и моральная поддержка. А для людей интеллектуального труда, каким являемся мы, творческого труда, вот такая моральная поддержка и то, что повышается общественный престиж и статус учителя, это очень важно. Также награды из рук президента получили врачи, работники пищевой промышленности и Министерства внутренних дел. Муртаза Губайдулович Рахимов интересовался у награжденных планами на будущее и положением дел на работе. Президент не раз подчеркивал, благодаря самоотверженному труду передовиков производства, республика в числе регионов-лидеров. Безусловно, в последние годы республика развивается. Наверное, вы читаете, видите, в газетах информация идет. Развитие это связано, безусловно, большим вкладом всех сидящих здесь. Наиболее большой вклад внесли. Безусловно, мы за каждой наградой стоит большой труд. Завершая церемонию, Муртаза Губайдулович Рахимов отметил, что в целом республика живет и развивается, набирает силы сельское хозяйство, укрепляется социальная инфраструктура и растет экономика. И все это благодаря трудовой элите Башкортостана, в число которых входят награжденные.